как народ из далекого Енисея смог стать силой, которую боялись империи. Многие думают, что история кыргызов началась в Тяньшане, но раньше она рождалась на севере, среди рек и степей. Именно там появился народ, который позже создаст кыргызский каганат и изменит карту Центральной Азии. В IX веке в сердце Центральной Азии появился народ, который изменил карту степи — кыргызский каганат. Это не просто союз племен, а государство, которое контролировало огромные территории от Енисея до Алтая. В китайских хрониках говорится, что кыргызы смогли сокрушить могущественный уйгурский каганат, одной из сильнейших держав того времени. Это редкий случай, когда северные степные народы победили южные тюркские силы. Кыргызский каганат управлялся каганом, поддерживался союзом родов и сильной конной армией. Власть держалась на дипломатии, силе и торговле по Великому Шелковому пути. Но самое важное — это культура. Уже тогда у кыргызов была система знаков, эпическая традиция и культ Тенгри. Здесь и начинается тот самый фундамент, который позже станет сердцем кыргызской идентичности. Кыргызский каганат не прожил тысячелетий, но его след остался. Остался в хрониках, топонимах и эпосе. Остался в той самой идее о народе, который смог превратить степь в государство.